очень интересные две фотографии. Алексей единственный в мире, который пел сразу две партии из одноименной оперы Евгения Онегин. Когда он был молодым, и вот он в гриме Евгения Онегина, а после 50 пел уже, когда баритоном, то партию Ленского. И вот так вот нам удалось найти эти фотографии. По обычаю ключ на оставленных дверях, закрытая аллея. Кактус также колючка. По обычаю ключ на оставленных дверях и закрытая аллея. Кактус также колюч, как и все, как и я, как и все эти дни. Где-то в люстре сверчок, не понять, почему оказавшийся в ней, нарушил бычок. И неясно ему, как, пожалуй, мне, как последний бычок оказался вверху. Да не в этом беда. Мне наскучил сверчок, шифонер, потолок, холодильник, еда, шоколад и вино, наша марка и чай, сей безрадостный день. Мне уже все равно. Это край, Я не здесь, я нигде. Ничего не стряслось, не свершилось, ни вдруг, не приводит в восторг. И с утра началось нескончаемый круг из фортуны торг. От угла до угла, от стены до стены, от окна до окна. Стоги сена и глади, и все мои сны — это темень одна. Разбуди же меня, я не стану грустить, что проснулся не в срок. На печи без огня напишу я: прости, мой товарищ сверчок, мне пора уходить, уезжать, улетать, словом, друг мой, прощай. Разорвется вдруг нить, пошатнется кровать, загорится сарай. Словом, все как хотел, как давно уж мечтал, ничего за спиной. И сверчок мой теперь облаков карнавал, он плывет надо мной. Мой милый и далекий друг, мне голубь вновь приносит письма, написанные не тобой. Представь, один птенец кривой передает чужие мысли, когда мертвеет все вокруг. Мой милый и далекий друг, когда же ты отправишь птичку, и ветер пусть несет привет, затем пугливый мой ответ, едва уместный на страничку. Когда мертвеет все вокруг, мой милый и далекий друг, я вам послала сразу стаю, и с каждой птичкой в ней пошлю родную теплую люблю. И ты поймешь, как я скучаю, когда мертвеет все вокруг.